вот недавно была очень трагическая новость о том, что мы лишились нашего заслуженного артиста Республики Татарстан, руководителя татарского народного ансамбля Ильдан. Я сама тоже танцевала, скажу честно, 10 десятилетия мы даже отмечали, мы снимали дом, где у нас был концерт десятилетию посвященный. Тыгат Нада, как раз таки очень трагическая смерть произошла. Радиф Абый сам просто вышел в баню и не вернулся. На самом деле люди, которые его искали, написали пост о том, что какие вы все, как нам самое главное в нашей жизни, да, не надо быть халатным, потому что на камерах было прям явно видно то, что он просил о помощи, и никто ему не помог. Это очень горестно, читать было, и всем было очень, конечно же, плохо от того, что на самом деле ему очень поздно пришли на помощь. Все его искали, сутки мы во всех пабликах писали о том, что вот мы разыскиваем Радифа Еваева. Потом на следующий день пришла плохая новость о том, что он, к сожалению, погиб. В пятницу было как раз-таки в соборной мечети прощание. Все поколения, которые он обучал от мала до велика, все присутствовали. И даже все в память о нем пришли в колфаках. Он не то, что он был руководителем татарского ансамбля, он еще вышивал татарские национальные костюмы. И все пришли в костюмах, колфаках, и это было просто, дань на самом деле такому человеку. Bunun işi organizatorlar, Radif abi gibi kişiler yok, unikal kişiydi. Уникальный организатор. Давай вместе скажите. 3-4. 3-4, Радиф. Радиф Абы. Сейчас, давай. 3-4. Как? Не знаю, говорить, потому мы надо говорить. Ну, вас. Да нет, пусть скажет, Радиф Абы. Да, без Яратамса. Громко, давайте. 3-4. Все, молодцы. Чуть-чуть. Старайтесь. Все равно. Yo'ndiramiz, anlari birgalashib janoza namozlarini o'qiymiz. Shunday tartib bo'yicha bugun inshaalloh o'sha juma kunimizda boshqaramiz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Hurmatli tug'anlar, hurmatli din qarashlari, ta'lim millatdoshlarim. Bugun endi o'sha juma kunimizga Rajab oylarimizda biz mangilikka bu dunyodan uzatamiz bizni hurmatli bo'lgan, tanilgan Tatar xalqqa bizning qardoshimizni, din qardoshimizni ol Radif Muhammadsho o'g'il. Albatta biz oxirgi kunlarda eshitib qoldik shu bo'lgan hollarni. Alloh taolo bizga taqdir bir topqir ko'rsata turmush biz bu dunyoga vaqtligina kelamiz. Hamda qachon mangilikka ko'charga anan vaqtin Alloh taolagina biladi. Shuning uchun biz her vaqtda Alloh huzuruna qaytarga azal bo'lurga tiyilmiz. Endi Radif abi turunda mening bugun bek ko'p kishi yaxshi so'zlar aytishki Radif abini biz bek yaxshi bilaydik, onun bilan do'stlashib
hem de ул зур эшләрне безнең милләтебезнең мәдәниятен саклау өчен үз өлешен кертте. Һәм дә әлбәттә беренчедән үз кайгыларын безнең хөрмәтле булган муфти Шейх Равил хәзрәт Гайнетдин дә гаиләсенә, безнең татар җәмәгатенә әйткән сүзе буенча чөнки ул аны бик якын күрә иде. Һәм дә Радиф абый бик зур өлеш кертте безнең үзебезнең татар мәдәнияткә. Шуның өчен бу сүзләрне кабул итеп алыгыз. Һәм безнең вакытыбыз кыска, чөнки мәетебезне дә шулай ук без Пенза өлкәсенә, аның туган җирләренә озатабыз. Шуның белән бүген җума көне бездә туры килде. Без инде хәзер берничә сүз безнең рәсми рәвештә булган кардәшләребезгә бирәбез. Аннары инде әйткәнчә булыр мөмкинлек саубулашырга, аннары инде мәрхүм безне юындырып, җаназа намазларын безнең җәми мәчетендә укытып, иншаллах, мәңгелеккә озатабыз. Хәзер беренчедән инде сүз мин тапшырам Файзуллин Эмиль Венеровичка, ул безнең беләсез полномочный представительнең ярдәмчесе, һәм дә ул бик якын Радиф абыны белде, һәм анарга сүз. Рәхим итегез. Бүгін біз шылым қызны бекті көңілсіз, бигрәк те көтілмәгән шара бірләштірен изге жұма күні біз халқымызның данлыклы улын Татарстан Республикасы мәдәният хезмәткәре Бию ансамбль жетекчиси Радиф Хокумешаевич Ябаевны Сургулга узатабыз. Ул искиткеч уникаль кеше иде. Ömür boyu ijatına hizmet edip, ijatını suyup yaşadı. Her vakit izgil işler kılıp yaşadı. Biz biliriz, Ramazan aylarında da bir paçan oradalım olurmuşa Allah'a şükür okup izgil işler yaşarga kirişti işlediler. Урыныз нақта болсын. Бик зур рахмет, Радиф абый, сезгә. Нам будет очень не хватать вас. Урыныз жәннәттә булсын, каберің нурлы булсын, иншаллах. Рухы шат булса, пусть его место будет твоим. Рахмет. Рахмет, Эмиль Эфенди. Как было сказано, наш дорогой брат Радиф абый проработал долгое время в качестве руководителя известного ансамбля не только в Москве, в Татарстане. И он проработал в нашем татарском культурном центре. И для слов также соболезнований я предоставляю слово Фарисову Фарисовичу, председателю региональной татарской культурной автономии города Москвы. Салам алейкум рахматуллахи ва баракату. Ауыр топоклары жеңіл болсын, қараңғы үйлері яқты болсын, урыны ұймақта жайлы болсын. Исәмесіз, құдақты достар, қанқыдашары милләт кішілер. Его высоту определяет именно глубина. Если нет той глубины у человека, какие картинки не могут определять? Именно его глубина, глубина мышления, глубина подхода, глубина ясности его поведения. Мы все здесь с ним общались, и это тоже так же, как с Ринатом Ибрагимовым. Это слова муфти шейха Равиля Гайнуддина. Это был светлый человек. Он присоединяется к нашим соболезнованиям точно так же, как человек, который не смог сюда приехать. Это наш руководитель, президент культурной национальной автономии Арчулин Расим Сулейманович. Очень много сообщений, когда мы об этом сказали, все восприняли это как свою утрату. Это я хочу передать его семье, светлой семье, которую он очень-очень любил. Хотелось бы еще сказать искренне большое спасибо группе Лиза. Я не знаю, как название дальнейшее. Алекс? Они здесь находятся. Мне очень до глубины, от души это Ахмедшин
Равиль Калимович сказал, нужно обязательно отметить этих людей. И нашу молодежь, которая тоже была рядом с семьей, рядом с нами. Большое спасибо, что в этой жизни он был рядом с нами. Да, я хотел бы быть благодарным за пензенцев, которые постоянно были на связи, и Жиганша там будут вас встречать, будут организовывать все там проводы. Это наша культурно-национальная автономия татар города. Рахмат, Павел Борисович, как мы уже отметили, Равиль Павлович долгое время проработал в стенах Татарского культурного центра города Москвы и очень тесно взаимодействовал с руководителем этого центра Хусаиновым Анваром Умаровичем. Вам слово, Анвар Умарович. На прощальной церемонии присутствуют представители Татарского культурного центра города Москвы. Разрешите от их имени сказать несколько слов. Радиф Еваев был нашим коллегой, нашим другом, нашим товарищем. Татарский культурный центр города Москвы он пришел в далеком уже 2006 году. И за эти 18 лет он создал такое творческое наследие, которым Татарский культурный центр будет гордиться еще многие годы. Радиф Еваев создал ансамбль татарского народного танца «Ильдан», который стал визитной карточкой Татарского культурного центра и визитной карточкой татарской общины города Москвы. Радиф Еваев был танцовщиком. Он являлся солистом таджикского государственного ансамбля танца «Лола». Он был хореографом, он был педагогом, он был воспитателем. Во главу угла он всегда ставил профессиональное отношение и преданность делу. Он всю жизнь занимался любимым делом, которое от Бога ему дало призвание. Радиф Еваев был хорошо известен в московском межнациональном сообществе и обладал там большим авторитетом. Редкое городское мероприятие проходило без участия ансамбля «Ильдан». И мне трудно говорить, извините. И он был широко известен не только в Москве, но и во всем татарском сообществе России. Впервые Радиф Еваев стал главным режиссером московского общегородского праздника Сабантуй в 2010 году, который прошел в Московском городском дворце пионеров и школьников на Воробьевых горах. Затем долгие годы он являлся председателем, долгие годы он являлся главным режиссером московских сабантуев, которые проходили в конно-спортивном клубе «Сибица» и музее-заповеднике Коломенское. Уход из жизни Радифа Еваева является огромной утратой для Татарского культурного центра, для Московской татарской общины и татарского сообщества России. Закончить свое выступление я хотел бы словами. Радиф Еваев – это танец длиною в жизнь. Дело Радифа Еваева должно быть продолжено, и оно обязательно будет продолжено. Орнен Ожнахтабовский. Как было уже отмечено, Радиф Мухаммедович был Мухаммедович не только известен среди татарского народа, но и он работал в разных школах. И сегодня среди нас также директор Татьянинской школы Цветкова Татьяна Владимировна. Она слышит, видит нас, да? Татьяна Владимировна, вам тоже несколько слов. Я знаю, что семья хотела бы, чтобы вы тоже
выразили слова соболезнования. Михайлович, вот станет 20 лет, что ли. Мне сейчас трудно сказать, каким образом это чудо-человек появился в нашей школе. Но 20 лет неустанного труда, невероятного профессионализма, и самое главное, что от него исходило, это такое человеческое тепло, свет и любовь. Вот он работал в русском коллективе, мы его любили как родного. Мы не могли поверить, что все это случилось. Никто не предполагал. Плакали дети. В начальной школе дети просто вот рыдали, когда мы проводили линейку памяти. И в старших классах, и выпускники писали, и все родители писали. Наверное, действительно в жизни объединяет любовь. Очень большой горе. Мы понимаем ваши чувства. Родив Мухаммед Шаярчу, я знаю, ему предстоит светлое царство. И вот эта любовь, которую он на земле вот шла от него, она теперь вот в космосе будет от него исходить и согревать нашу землю. Вечная ему память. Спасибо. Спасибо большое, уважаемая Татьяна Владимировна, за столь теплые слова. Как вы правильно отметили, его любили дети, его ученики. И сегодня с нами также словами соболезнования выступает директор школы номер 1186 имени Мусы Джалиля Шакирова Роза Кефаровна. Hürmetli dostlar, bugün Redditör'da өткен вакытта сөйләргә бик авыр. Трудно говорить о нем в прошедшем времени. Потому что трудно осознавать, что вместо такого жизнерадостного, красивого, доброго, высокопрофессионального человека, полного жизни, полного сил, будет зиять пустота. Пустота потому, что действительно его заменить будет некому. Осиротели все, и семья, и его ученики, и школы, и татарский культурный центр. Потому что можно найти специалиста, хореографа, который бы повел это дело, да, но трудно найти человека, который бы любил каждого ученика. И ученики отвечали ему такой же любовью. Почему мы здесь все собрались? Потому что мы знаем, что Рабиб нас любил. И мы все его любили. Трудно найти человека, который бы зажигал в каждом ребенке солнышко внутреннее, чтобы человек почувствовал в себе уверенность и понимал радость движением. Рабиб всю жизнь служил своему народу и прекрасному. Он не только служил, он создавал вокруг себя красоту. Возьмите его семью, какая прекрасная семья, красивая жена, дети, внуки. И это была такая семья, в которой царила любовь, всеобщее обожание. Я не знаю других таких семей, где было такое обожание всех членов семьи друг друга. Он был великий труженик, работал день и ночь. В прямом смысле слова, потому что днем ставил танцы, вечером шил, ночью шил костюмы. Он носил на себе на своих плечах эти рулоны материалов. Дома все это раскладывал, выкраивал. Это великий труд. А днем ставил танцы. Великолепные, замечательные постановки, которые тоже вошли уже в антологию нашей культуры. Он организовывал праздники. Он, не знаю, сколько в нем было сил, но он никогда не жаловался на нехватку силы и времени. Он никогда не перекладывал ни на кого свои проблемы. Ведь были они у него. Но он просто не жаловался. Он не умел просить помощи. Он все делал сам. Надо сделать ремонт, сделает. Надо шить костюмы, сделает. Все сделает. И, знаете, с ним было всегда очень легко. Я много с ним гастролировала. С ним было всегда комфортно, потому что он обладал высокой культурой общения. Он уважал людей. Он даже когда с кем-то спорил, он отстаивал свою точку зрения жестко, твердо, но очень корректно. Никогда не ущемлял человеческого достоинства своего собеседника. И этому надо научиться. Друзья мои, очень горько сознавать, что вот в тот момент, когда пришла беда, не оказалось рядом человека, который мог бы ему руку помощи протянуть и помог бы ему спастись.
Но в то же время я хочу сказать, что мы должны быть сегодня благодарны Всевышнему за то, что Он показал нам человека, на которого надо равняться. Мы должны у него учиться. Всевышний показал нам, что такие люди бывают, что такое встречается, и мы должны верить, что мы должны верить, что люди такие есть, и не все потеряно в этом мире. Я, конечно, знаю, что у него целая армия учеников, и эта армия будет нести высокую культуру, которую он их воспитывал. Уважение к сцене, потому что я знаю, что родитель никогда не допускал безобразных сцен и пошлости на сцене. У него ученики все были дисциплинированные, подтянутые, высококультурные. И вот эти люди, его ученики, будут нести дальше свет его души. Ну, это дает нам надежду на наше светлое будущее. Родителям урнашым автовозы. Sizге Adile kızlar, sizге Allah yardımcısın. Зур рахмет. Альберт Казерде Сюз, Абшрабас Галятина. Сейчас мы передаем слова его семье. Минуты, когда нужна была помощь, когда поступало очень много звонков, сообщений, предлагали любую помощь, поддержку. За это большое всем спасибо, всех не перечислить. Официальные лица, неофициальные лица, простые люди, прохожие, волонтеры. Всем большое спасибо. Начнем с этого. Про папу Радифа, именно так я его чаще называл, хочу сказать следующее. Это человек был звено, соединяющее молодежь между собой, звено, соединяющее судьбы, звено, соединяющее историю и культуру в поколениях. Он все это связывал. При папе, без повода, в дополнительный раз наши дети встречались между собой. На репетициях, у него дома. Это было большое наше семейное звено. А какие он готовил плов и голубцы? Лично для нас он был главным звеном нашей семьи. Мы постараемся сохранить энергию нашего звена, энергию нашего Радифа папы. Всегда говорил, путаешь. На самом деле, здесь очень честно говоря, тяжело, потому что каждый минут начинаешь осознавать, что все, какая-то там сцена фильма, какое-то все реальность, это все происходит с тобой, потому что папа был для нас не просто папа, да, обычно, он был для нас человеком, который не научил, очень много для нас дал. Он был не только отцом, был другом, когда можно было что-то просить, посоветоваться. Соответственно, был хорошим наставником, и самое главное для меня, что он был моим героем, потому что когда в детстве папа был рядом, я это чувствовал, и наша судьба интересна. Потому что для семьи он всегда делал все, и всегда без секунды сомнения брался и отдавался, что ему было последнее, и закончил с собой. Вот. И времена были разные, нас покидало там по земле на разные расстояния, там бывало 1000 километров. Вот. И я помню, когда было хорошо и плохо, и вот в любой момент он никогда не унывал и знал, что если это нужно для семьи, он вставал и шел. Я его никогда не видел жалеющим себя. Хочу сказать ему спасибо за это все. Ну и от себя лично хотел поблагодарить также всех людей, кто не остался в стороне, кто принял участие в поясе и похорон. Ну и отдельное спасибо хотел лично от себя также выразить человека, который все это время он делает подноготовен, и может быть благодаря этому все у нас получилось сравнить в тебе. Потому что ты каким-то образом смог выключить все свои эмоции, взять в руки, наверное, весь контроль и организацию всего этого действия.
Я перед тобой действительно горжусь. Спасибо всем. Папа был светлым, очень светлым, уникальным человеком. За время его работы он сам, как вы знаете, появилось много семей. Спасибо большое за ту поддержку всем ребятам, классной молодежи, команде Лизаэр, отдельное спасибо Илье Валерьевичу и Павлу Харисовичу за поддержку и ту помощь, которую вы оказали организации. Спасибо всем. Урным автобусом. Микрофон мой. Папа светлый человек, поэтому, пожалуйста, давайте будем красивыми. С улыбками. На лице, наверное, тяжело, но, пожалуйста. Для нас родители – это все. Это центр нашей вселенной. Сейчас наш центр сильно пошатнулся. Нам тяжело. Мы любим нашего папу, мы гордимся нашим папой. И папа безумно любил нас, детей. Посмотрите, сколько нас трое. Мы вышли замуж, у папы появилось еще 2 детей. Наша красавица мама с ума сходила. Внуки, это еще не все внуки, но их очень много. И представляете, какое у папы было сердце? Он любил не только нас всех, нас, семью, но и вас. Сколько детей он вырастил, сколько татарской молодежи он вырастил. А сколько, все время папа гордился, что сколько семей поженились на нашем Ильдане. Сколько семей у нас получилось. А с каких медвежат он сделал танцоров. Правда же? Даже в ансамбле нашего папу нашего называли Папанечка. То есть он был не только нашим папой, он был и вашим папой. Спасибо вам всем. Однажды папа сказал, что, ребят, храните меня под плясовую. И в моей голове сразу при прощании были танцы, музыка, ну вот что было шоу. И мне сказали, что, Надия, папе нужны только наши, ваши молитвы. Пожалуйста, помолитесь за папу. И если так получится, чтобы когда вы молились, в вашей душе была плясовая, а если после этого вы еще станцуете бурма или что-то от души попляшете, я думаю, папа будет счастлив. Спасибо вам всем большое, что вы собрались. Я очень горжусь. Мы все любим папу. Спасибо вам. Да. И мы хотим сделать поклон для папы. Пожалуйста. Уважаемые, я сейчас попрошу чуть-чуть отойти, для того, чтобы можно было подойти, попрощаться по очереди. У нас времени очень ограничено, с учетом того, что сейчас уже собираемся на джума намаз. И просьба не задерживаться, нам еще надо совершить обряд омовения и джаназа намаз. Поэтому сейчас я попрошу подойти, попрощаться.